Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня снова делаем расклад, что он думает обо мне сегодня. Так, расклад будет на 3 варианта. Выберите тот вариант, который, по мнению вас, будет резонировать с вашей ситуацией. Выкладываю 3 карты, как сигнификаторы на вашего партнера. Так, у меня открыто окно, надеюсь, все меня будут слышать хорошо. Так, сегодня очень жарко. Загадайте ваш вариант, настройтесь на ситуацию, на вашего партнера, и мы будем сейчас смотреть. Приступим к первому варианту. Сигнификатор этой ситуации — колесо фортуны. В хорошем значении эта карта означает, что вам сопутствует удача. В не очень хорошем значении эта карта означает, что у вас сегодня так, завтра по-другому, третий день еще как-нибудь ситуация складывается. Вот. Так, давайте посмотрим на вашего партнера. Какой он сегодня, на сегодняшний день. Наш партнер находится сейчас в каком-то выборе, он что-то выбирает. Ему предоставится какой-то шанс что-то выбрать, наверное, вот так. И он пребывает у нас в каких-то иллюзиях, может быть, в мечтах. Так, давайте посмотрим, какая вы на сегодняшний день. Сейчас карты мы будем уточнять по мере расклада, и будет более понятно. Вы тоже находитесь в позиции выбора. И как бы немножко пока дали себе время, чтобы подумать над этим выбором. Вот. И выбор, наверное, связан тоже как-то с по поводу отношений выбор. Так. Давайте спросим у карт, что он думает о вас сегодня, что чувствует к вам на сегодняшний день. Ну, скажем так, чувство у него к вам есть, но есть усталость и страхи. Может быть, он вас такой видит, что вы сейчас в какой-то печали, усталости, что вас что-то очень сильно гложет. Так. Что вы чувствуете к партнеру на сегодняшний день? Ну, как-то вы ищете ответы по поводу ваших отношений с этим партнером. Пытаетесь как-то разобраться в этой ситуации. Ну да, все-таки вот первая карта, которая нам выпала, колесо фортуны, она означает все-таки, что у вас сейчас как бы такие дни, когда сегодня может быть хорошо, завтра может быть не очень, по поводу ваших отношений с этим партнером, да, если говорить. Так. Любит ли вас загаданный партнер? Почему вы оба находитесь в выборе?
Ну, потому что он очень холодный и не дает вам каких-то чувств. А, Как-то, может быть, между вами кошка пробежала вообще. Так, а вы любите ли этого партнера? Да, вас тянет к нему очень. Вы хотели бы с ним семью. Так, может быть, у вас уже, конечно, может быть, вы уже состоите, скажем так, в семье, но есть окончание чего-то. То есть, может быть, вы разорвали ваши отношения и сейчас находитесь, оба находитесь как-то в одинаковом положении в позиции выбора. Но вспоминаете друг о друге. То есть вы как-то, может быть, в какой-то степени одинаковые чувства друг к другу испытываете. И одинаковый негатив по отношению к друг другу, и одинаковый позитив. Так, не знаю, как правильно сказать. Так, давайте посмотрим, есть ли будущее у этой пары. Да, есть. Есть. Однозначно. Ну, как-то в любом случае, если даже у вас была какая-то крупная ссора, все равно вот вы тут выходите, он выходит, и посерединке карта влюбленных. Ну, как бы карты говорят то, что все будет хорошо. Все будет хорошо между вами. Так. Насколько быстро вы помиритесь? Карты показывают нам, что надо поработать над этой ситуацией. Может быть, каждому посидеть, подумать, как-то поразмышлять, не сразу торопиться лезть как бы в какие-то дискуссии, да. Сейчас карты показывают, что у вас эмоции друг к другу на нуле. Вот, и над этим надо поработать, чтобы взрастить эти эмоции, да. Но ничего страшного в том, что вы оба находитесь в каком-то выборе, в какой-то изоляции друг от друга. Вам просто обоим нужно время, чтобы подумать. Вот. Карты нам говорят о том, что у вас все будет хорошо. Вот очень 3 хорошие карты выпали. Так, давайте спросим совет у карт для вас конкретно. Как вам сейчас быть? Совет у карт Таро. Так. Так, совет у нас такой. У вас какие-то есть созависимости друг от друга, вы очень как-то привязаны друг к другу с не очень хорошей точки зрения по дьяволу.
Карты пока советуют как-то немножко отдалиться, то есть немножко эту связь надо переработать. А, То есть, как бы это объяснить? В общем, вам нужно испытывать настоящие чувства друг к другу. То есть не ждать, когда один из партнеров что-то вам даст, а самим любить, ничего не требовать взамен, так скажем. Карты здесь, конечно, показывают по карте башня какой-то разрыв, кризис. Возможно, вам придется как-то пережить какой-то кризис. Так, давайте еще выложим пару карт. Ну, в общем, карты говорят о том, что привязанность должна быть не больная к друг другу привязанность, да, а вот как-то более чистой энергии нужно дарить друг другу. Вот такие. Они с таким товарищем. Вот у нас ангел выходит. Гармония должна быть. Так, давайте еще посмотрим, что карты скажут. Да, действительно. Как я уже сказала, что нужно испытывать чистые эмоции. Чистые эмоции любви. Хорошие вот здесь карты вышли на последнюю позицию. Карта стабильности. Тут карта свадебной церемонии. То есть, в принципе, все будет хорошо. И этот человек к вам проявится со своим кубком, то есть принесет свои эмоции вам, так скажем. Вот. Но как-то нужно поработать. Там тоже у нас вышла карта такая, которая говорила о том, что нужно поработать над этими отношениями. Так. Я хочу сказать, что все будет хорошо, если этот расклад смотрят те, кто находится с партнером в каком-то кризисе, то вам нужно его переждать, этот кризис, немножко поработать над собой, над своими эмоциями, посмотреть на то, как вы любите человека. Не скрываете ли вы за любовью какую-то манипуляцию? Вот. И посмотреть на партнера, не делает ли он то же самое, да? Карты на него и на вас выпадают в позиции выбора. То есть вы оба находитесь сейчас в раздумьях. Вот. Но вам нужно побыть в этом состоянии. Вот. И тогда удача, по колесу фортуны, да, удача вам будет сопутствовать. Вот. Ну вот примерно так как-то расклад у нас вышел. Давайте посмотрим вторую позицию, второй вариант. Так, второй вариант. Что он думает о вас сегодня? Так. Он думает, что вы королева жезлов. Это хорошо.
он видит вас такой женщиной, очень огненной, страстной, женщина, которая очень манит к себе. Так, давайте посмотрим, какой партнер у нас сегодня выходит. Так. Либо есть другая женщина, от которой партнер очень устал и хочет, скажем так, уйти от нее. Либо, если это тоже вы проигрываетесь, то была какая-то ситуация, где вы были холодны с партнером, он очень от этой ситуации, скажем так, устал и хочет из этой ситуации выйти как-то, переродиться. Так. Какая вы у нас выходите на сегодняшний день? Так. Угу. Смотрите, все-таки опять карта намекает на то, что, возможно, вы находитесь в позиции тайной женщины, то есть как человека, вы в позиции человека, которому этот партнер хочет уйти от своей пассии, так скажем. Вот, возможно, так расклад проигрывается. Так, и вы у нас, как бы на расстоянии, возможно, с ним находитесь. И вы тоже сейчас как бы сидите, размышляете над этими отношениями. То есть, может быть, даже в какой-то степени не замечаете то, что на данный партнер, что на данный момент партнер к вам делает. Вот по этой карте, возможно, вы не видите, что партнер к вам проявляет чувства или не хотите замечать. Так. Есть ли здесь любовный треугольник? Мне вот интересно. Так. Ну, здесь мужчина так что-то как бы задумал и что-то нехорошее сделал. Что оставил женщину поставил своим поступком женщину в ограничение. 8 мечей. Так. Сейчас. Что между вами сейчас происходит с загаданным партнером? Ну, как-то вы планируете совместную жизнь. По 10 кубков можно сказать то, что у вас обоюдные чувства друг к другу. И тоже такого карта семейного благополучия. Вот. Как-то хотите начать, что я сегодня заговариваюсь, начать жизнь с нового листа. Так. Есть ли перспективы этих отношений у пары? Ну да, есть, то есть здесь карта и королевы пентаклей вышла, и 10 пентаклей, то есть карта семьи опять нам выходит, и женщина, которая смотрит это гадание, или девушка, она, возможно, станет главной женщиной у загаданного партнера. Возможно, женой. Вот, то есть шанс есть
Давайте посмотрим совет от карт Таро для вас. Что карты советуют? Ага, очень интересно. Так. Ну, карты, в принципе, такие хорошие вышли, кроме десятки мечей. Возможно, вам нужно завершить какое-то дело. Прежде чем начать что-то новое. Или, возможно, вам нужно отжить какой-то кризис, который у вас произошел, пережить. Так. Ну вот тут тоже выходит мужчина слева и справа женщина, и посередине карта Солнце. То есть, в принципе, вы проигрываетесь как пара, и Солнце освещает вашей паре дорогу, так скажем. Вот. И тут еще слева и справа, значит, туз кубков, то есть карта, указывающая на переполненность эмоциями, любовью, и туз жезлов, то есть такая тяга есть у партнеров друг к другу. Но, возможно, вам обоим надо пережить какой-то кризис. Если здесь существует треугольник, то получается, вашему загаданному партнеру надо пережить вот это вот расставание с его прежней женщиной и уже начать жизнь с вами, как бы с чистого листа. Вот, ну вот как-то так проигрывается у меня. Но все шансы на то, чтобы быть с этим партнером у вас есть. И на данный момент, вот если отвечать на вопрос на сегодняшний день, чем занимается партнер, что он думает? Он думает о том, что он устал от какой-то королевы мечей, которая очень, как бы, от которой он хочет уйти. Вот. А вы все-таки проигрываетесь как тайная женщина. Вот такой расклад. Анна, спасибо вам большое за просмотр. Второй вариант. Давайте посмотрим с вами следующий вариант. Третий вариант. Что он думает о вас сегодня? Настройтесь на ситуацию, настройтесь на партнера. Так, и сигнификатор у нас есть большая тяга. Сильно тянет к вам партнера. Какой партнер у нас выходит на сегодняшний день? О, интересно. Партнер у нас король кубков, и он собирается как-то проявиться, но, возможно, его будут останавливать какие-то ограничения. Что-то его останавливает. Что останавливает партнера, чтобы проявиться к вам? Какая-то королева мечей. Так. Возможно, его останавливают какие-то финансовые трудности. Он как бы
думает над тем, как бы ему быть таким человеком, чтобы обеспечивать вас и, а, ну, скажем так, быть достойным вам партнером. Вот, возможно, вы здесь у нас проигрываетесь как королева мечей. Возможно, вы с ним как-то холодны, потому что ждете от него каких-то действий. Возможно, хотите, чтобы он вас как-то, может быть, финансово мог обеспечивать. И поэтому вы с ним немножко холодны. Но партнера к вам есть чувство, есть тяга, однозначно. Так. Тем более он у нас выходит королем кубков. Так. Как вы относитесь к партнеру на сегодняшний день? По справедливости. Ну да, вы, скорее всего, королева мечей, это вы у нас выходите, потому что вы, конечно, проявляете чувства к партнеру, но делаете это так разумно, то есть потому, как он заслуживает. По поступкам судите человека. Так. Есть ли будущее у этой пары? Так, ну, у нас здесь выходит какая-то тайная женщина или жрица. Так, давайте еще вложим. Есть ли будущее у этой пары? Так, ситуация немножко какая-то непростая. Очень много есть каких-то переживаний по поводу ваших отношений. Возможно, вы частенько как-то ругались с этим партнером. Эти отношения, если, ну, как бы они давно длятся и есть какие-то между вами недомолвки, недопонимания, то они как бы воскреснут заново по карте суд, точнее. Вот. И все как-то обиды, страхи, переживания, они потихонечку уйдут. Вот. Тут есть рыцарь жезлов, который хочет примчаться очень быстро достаточно к вам. Так. Давайте я спрошу у карты, есть ли еще какая-то женщина у загаданного партнера? Так, сейчас. Нет, не выходит. Так. Возможно, вы находитесь в отдалении друг от друга, и человек, ну, скажем так, в ближайшем будущем хочет к вам проявиться по рыцарю жезлов, и по карте суд ваши отношения снова как-то вот воскреснут.
Давайте спросим совет у карты Таро для вас. Ну, после кризиса, да, который у вас, скорее всего, есть, он как-то здесь все равно проигрывается. Все равно ваш союз благословляет ангел. То есть и дается шанс на то, чтобы вы были вместе. Я говорю, тут вот десятка мечей нам выпала. Тут рядышком вы выходите. Вы, наверное, очень много слез пролили по поводу какой-то ситуации, которая между вами была. И партнер тоже такой немного закрытый, в обороне стоит. Но тем не менее, как бы партнер здесь у нас выходит такой с очень сильным характером. И в принципе, по всем картам я могу сказать то, что у него есть к вам чувства, он хочет к вам проявляться, хочет с вами мириться, если вдруг вы в ссоре находитесь. И вы переживете вот этот кризис вместе, и все будет у вас хорошо. Вот. Он пока видит, что вы ну, вы у нас тут выходили королевой мечей. Возможно, он действительно вас как-то обидел, что вы стали холодны с ним. Или тут проигрывается ситуация, что вы хотели бы, чтобы человек как-то вот все-таки был финансово обеспечен, чтобы он мог с вами быть. То есть, ну, первая карта сигнификатор у нас карта силы, то есть